Кофейный бизнес в Чеченской Республике набирает обороты. Количество открытых за последние годы кофеин все больше и больше, но теперь в Грозном появился и цех по обжарке. Это большой шаг к развитию культуры этого ароматного и бодрящего напитка. А работа обжарщика здесь не из самых легких. От каждого движения зависит конечный результат. Сейд, расскажешь мне секрет обжарки? Не только расскажу, но и покажу. Это Гизан, голландский ростер, 15-килограммовый. Есть еще 300-килограммовый ростер, есть 6-килограммовый. Мы используем 15-килограммовый ростер. В принципе, мы можем начать сейчас жарить кофе. И для этого сначала я создаю профайл. Забиваю профайл, засыпаем зеленый кофе в бункер, потом ждем, пока температура опустится до нужного нам уровня. И засыпаем зеленое зерно прямо в ростер. И потом слежу за профайлом. И сколько минут длится весь этот процесс? Максимум 12-13 минут, смотря какое зерно и смотря какой тип обжарки. Все. Он перемешивает зерно и остывает его. И когда он полностью остынет, он сам выключится. Кофе у нас охладился, мы выгружаем его в бачок. Зерна обжарили, а теперь проверка. Для этого стоит приготовить чашечку эспрессо. Так, после того, как мы обжарили зерно, первые несколько часов мы можем попробовать его на вкус, чтобы посмотреть, все ли пошло так, как мы хотели. В этой сфере Саид работает вот уже 4 года. Большую часть времени он посвятил профессии бариста. Начал понимать, что такое настоящий кофе. Не прошло и полгода, как молодой парень стал обжарщиком, как цифра обжаренных кофейных зерен перевалилась за тонну. Вначале были моменты, когда я пережаривал зерна, не дожаривал. Но потихоньку я пришел к тому, что я могу считать себя среднестатистическим профессиональным роустмастером, так сказать. Основная задача Марзо, так называется этот цех, обеспечить качественный кофе во всех заведениях республики. Мы заключаем договора с кофейными плантациями Бразилии на сегодняшний день, Эфиопии и Колумбии. Я был на нескольких плантациях, с которыми мы заключили договора и привозим оттуда кофе. То есть мы привозим не просто кофе, а спешлти кофе. Спешлти кофе – это целое направление. Это премиум кофе, если сказать более понятным языком. Это первая компания по обжарке кофе в этой сфере. Мне хотелось этот исторический момент как-то связать с нашим чеченским каким-то словом. Хорошим таким словом, которое будет легко произноситься любыми иностранцами, не чеченцами. То есть мы долго думали со словами и решили наконец, что почему бы не Марзо. Потому что Марзо на чеченском это, как мы знаем, сладкий, это сладость, а на латинском языке это планета Марс. И очень даже хорошо произносится теми же бразильцами, американцами, арабами. И сам логотип у нас идет в виде буквы М и в виде двух гор. Потому что это чеченский кофе, это чеченский бренд по обжарке спешлти премиум кофе. Конечно, Марзо – большой шаг в развитии кофейной культуры в республике, но это далеко не все. Впереди грандиозные планы – покорить и другие города, страны, да что там, весь мир.